Московских Людмила. Я являюсь действующим инструктором по дрессировке в городе Якутске. Занимаюсь я в основном общим курсом дрессировки защитно-караульной службы. И стала посещать тренинги по международной системе дрессировки, по спортивной дрессировке. Вот на данный момент мы находимся в Хатасских полях, где у нас проходит тренинг. На тренинг к нам приехала действующий спортсмен по международной системе дрессировки Ольга Колесниченко. Она является призером неоднократным чемпионатов России по спортивной дрессировке. Также она является участником мировых чемпионатов. В нашем городе, в нашей республике вот стала с недавних пор развиваться именно международная система дрессировки. Очень интересный вид спорта. Большой контакт с собакой. Ребята становятся спортсменами, то есть активный отдых, активное занятие. Группа сплоченная. Всем рекомендую. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this. Ну, смотрите, вообще заниматься дрессировкой можно с любой собакой, породистая, беспородная. Международная система дрессировки, там должен быть драйв у собаки. Драйв присущий далеко не всем собачкам. Поэтому, конечно, нужно подбирать более активных собак, немножко холеричных даже, можно сказать. То есть, чтобы была большая высокая мотивация, высокий драйв, высокая скорость. Овчарки, доберманы, то есть все активные породы. Ну, упражнение прежде всего начинается с концентрации внимания. То есть сначала собака вводится в драйв, разыгрывается, чтобы ей было интересно, весело, активно. И потом переходится на концентрацию внимания. Она должна полностью сосредоточена быть в хозяине. По сторонам не смотреть, ни на что не отвлекаться, ни на птичек, ни на букашек, ни на кого. И с этого момента начинается отработка. Движение рядом. В международной системе дрессировки остановка с движения, то есть дрессировщик двигается, по команде сидеть собачка садится, а дрессировщик дальше двигается, продолжает. Также укладка, также стойка, стоять команда. Высыл собаки вперед, по команде вперед, прыжок через барьер, поднос предмета. Вот это все мы проходим, вот это все отрабатываем. Еще раз говорю, самое главное поднять драйв у собаки, поднять мотивацию и концентрацию внимания. С этого все строится.
Конечный результат, как в любом спорте. Спорт – это больше всего перфекционизм. То есть все должно быть до мельчайших деталей, до мельчайших секунд отработано, безошибочно, без отвлечений, безо всего. И как в любом спорте, порой различает прям 1,5 балла, 2 балла, отделяет второго призера от первого. Так же, как и в любом спорте. То есть конечный результат в чем? Чтобы собака была послушна, чтобы собака имела высокую концентрацию внимания на хозяине, высокий драйв, желание работать быстро, активно и четко выполняла команды. Вот в чем как бы это все и заключается. Качество. В международную систему дрессировки входит послушательный раздел, вот то, что вы сейчас видите на поле, входит следовая работа, работа по следу и защитный курс, то есть работа с фигурантом. Естественно, рабочие качества у собаки передаются из поколения в поколение. Щенков, полученных от рабочих родителей, проще дрессировать. Они более покладистые, они более податливые, более послушные, более управляемые. Это передается по наследству. Вы не получите в щенке, который знает уже команды сидеть, лежать, стоять, ко мне и все прочее. Но вы получите в щенке, в котором это быстрее развивается. Это как гениальность у ребенка. Вот рождаются гениальными, и щеночек такой же, а все остальное, что вложит в хозяин. Хозяин вкладывает, это развивается, хозяин не вкладывает, это затухает. Просто сравнивали щенка, который получен от родителей, с которыми не работали бабушки, дедушки, папы, мамы, и с которыми работали изначально. Разница в дрессировке огромная, просто огромная. Один щенок на раз схватывает, а другой начинает отвлекаться, крутиться, вообще не понимает, что тут делаю, что тут нужно. Разница огромная.